Всім привітання. У ефірі програма «Хай-так». З вами Дмитрий Сеневич. І Михайло Зой. Так, і Як тобі мої сьогоднішні окуляри, Михась? Супер. Супер, тоді поїхали. Надів. Можеш ніжей трохи, що ти як дід натягнув і трикот до грудей і І ходить. не ведаєш, що з ними робити. Діма, у Білорусі є чим ганоритися нарешті. А, Чим? CNN назвав Лукашенка стронгменом. лача, щадя, гача Стро- лай, стро- гача мен. Гача-муча-мен. Стронгменом. Пул першага, не ведаючы значэння гэтага слова па-ангельску, радасна перапосціў, што нас назвалі стронгменом. Ну-ка як не, а что як ты это сильный, мы в ряду, крепкий орешек. в ряду Мстителей, как это Бэтмен справа, Супермен слева, Слева. Стронгмен посередине. I'm a strong man, скибири-бири-ба-парапо. Толькі пул першага не ведаў, што стронгмен па-ангельску не азначае моцны чалавек. У яго два значэнні. Першае азначае Літерально. літаральна дыктатар альбо аўтарытарны лідар. Ну То так. бок стронгмен Лукашенко гэта дыктатар. Що сходиться? Ёсць другое значэнне. Гэта чалавек з вялікай фізічнай сілай. Ну, давайте вось паглядзім відэа, фатаграфіі і ўявім. Можа быць, гэта словы насамрэч пра Лукашенко? Fellow Russian strongman Alexander Lukashenko Ці не? Ці можа быць ён... Мы таксама пра яго нешта не ведаем. Ён жа ж такі скрытны. Можа, ён удзельнічае тайком у нейкіх спаборніцтваў сілавых? Па плевухах, ведаеш? Не, насамрэч, я глядзеў Падпольных. эти плевухи, это Ці страшно. там зубамі цягне трактора, резину. Белшину. Белшину белазом. разрывае, надувае Надувае грэлкі. грэлку, да. Грэлкі надувае. Класс, стронгмен так стронгмен. Якая нам розница? Да рэчы, Белпол правялі такое, не ведаю, О, что, расследование? даследаванне, так, і выявілі, што у Лукашенка ёсць рэзідэнцыя, О! і што ў гэтай рэзідэнцыі ёсць. Новая, 19-я, якая Ну, она там? некая такая... 348-я ведаю. и 15 подземных. Так. Душ уражанняў Карыбскі шторм. О, не каждому дано познать Карибский шторм. Да. Ух ты. Душ Шарко, напэўна. Там такая струя. Ты что, бобровая? Там как даст бобровая струя. Может, там яшчэ карыбскі басейн у яго? Таксама, калі Карыбскі шторм. Карыбскі- Карыбская біде. Дайте мне мою треуголку и включите мой карибский душ. Што у яго там яшчэ можа быць? Ну что его эти... По российским этим лекалам для уточки, что там было у Димонова этого. Бассейн для уточки какой-нибудь. А аквадискотека у Путина была. А ну нашим это не интересно. Не, нашим не интересно. Не, нашим это Нас будет... Надо что-то свое, Надо чтобы некий было, да. просмотровый зал, кино, где он будет глядеть белорусские фильмы. Классная, которая сейчас вот снимается, этот новый фильм. Классная. Мы... Только режиссерскую версию там для взрослых там будет. И что? И в зал... Наставница это... Да, и он говорит, переснимите мне с другой актрисой, пожалуйста. И, короче, Вот с смотрит... этой. Да, смотрит он этот фильм и заезжает в зал автолавка. С элитным алкоголем. Миновито, да. Я думаю, что таки повинен быть боулинг у резиденции Лукашенко. Гарбузами. Кегельбан. Да. А як у миллионеров, у миллиардеров американских есть этой гольф, и они некую стенку такую бьют, им показывают, что а он будет у стенку шибать эти арбузы. Так само ляціць подалёк. У богатых таких людей, например, у гитаристов есть великая коллекция гитаров. Да. Там открываешь, там один покой, только гитары висять. У яго сякеры будут висеть. Секера будет висеть. Самая первая, самая дорогая, это такая поторжавая, только с деревянной ручкой, а лишь это с юности аж. Да. И дальше фискарсы это и украденные, и волоты, и МТЗшные. И может быть, у гэтай резиденции ще тренажерный зал, так само с такой, видишь, не беговая дорожка, а для гэтых... Колодка такая. Колодка такая электронная. Як у челюскинцах стоят. Да. Слабо ударил ковбой. Да? Ты strong, you are strong man. Ведаешь, пакуль CNN называют Лукашенко стронгменом, во всех сенсах этого слова. Ну, это что, дипломатично и далеко от нас. Украинские МИД называют его тараканом. Ну, зусім натурально, потому что недавно Лукашенко назвал нехорошим словом Зеленского. Был как сын мне. Да, был, как всегда, поступил как гнида, сказал Лукашенко. І як гэту сітуацыю апраўдаў пул першага, які мы сёння ўжо памянулі добрым словам.
И он сказал, так это ж Лукашенко не обзывался. Он просто вспомнил, как тогда обзывался. Да. Ну, это ж не личится. Это не личится, он просто взгадал, тогда я лечу тебя, да. На, ничто, вы шо ты? А ты прикинь, так какого-нибудь щемят этого очкарика, а он по-серьезу говорит, так это ж я тебя ни уродом ни сейчас не назвал, а ты урод. Ну ты ж не урод, ты, ну как бы ты урод, но я тебя тогда назвал уродом. Я просто вспомнил. Я просто сейчас вспомнил. Ну да, точно. Типа так, да? Ну. Кто сам так обзывается, тот сам так и называется. Ябеда Карабіда Саленогорець, до речі. Да. Камітэт дзяржаўнага кантролю паскардзіўся Александру Лукашенку на буйныя гандлёвыя сеткі, якія арганізуюць уласную вытворчасць хлеба і хлебабулачных вырабаў і аказваюць на рознічным рынку ўсё больш сур'ёзную канкурэнцыю дзяржаўным хлебазаводам. Гэта вынікае з ліста старшыні КДК Васіля Герасимова. Знаешь, что Василий Герасимов? И правда, ты ябеда, карабеда, соленый огурец. По полу качается, никто тебя не съест никогда, понял? Вот так тебе. Що? Ну, просто взял и на... Так а что, люди хотят свой хлеб пекчи и развиваться как-то хоть. А может, они уже не хотят это... Круассаны. Кирпичи это пекчи. Ну, клейковина. И клейковина где-то, и кусочек газеты попадется, и где-то семечко, и где-то Где-то ножка. волос, где-то ноготь, ну, где-то... Нормально же. Где-то трикотаж белорусский. Трикотаж белорусский, это ж хорошо. И в хлебе. Знаешь, я песню придумал? Три кота ж, три кота ж, три кота ж. Могилевский кондуктор, забавляя пассажиров песнями. Глядим. И можешь верить мне, больше я не стану заглядывать в окно. Как хочешь, так живи. Пусть твои окна смотрит беспечный. Хай контролеры ходят с песнями, хай податковые инспекции с проверкой так само проходят, как мюзикл. С блестками. Да, приезжай к вам на завод. Готовьтесь. Готовьтесь. А что это припрятали в своем вы сейфике? А ария инспектора податкового, давайте. А где же этот толстый хозяин кабинета? Я жду тебя, мой друг. Но ты еще не знаешь, что привез тебе я. Вбегают цыгане. Не, вбегает массовка со счетами, начинают ритмично танцевать со счетами, да? Со счетами, да. И в наручников этот, в наручников... Ну что не повиновался мне ты. Там из-за такта, типа, понимаешь, там как у Стравинского. Подсказывайте. Ты что это там украл? По что царя обидел ты? На колени смерть! Все, ползет. Это ты уже, давай, озвучивай. Я не Зарублю! Не подтасовывал я дебет с кредитом никогда. Прости меня, боярина. И они узнают, что они были братьями. Да, и уже типа замочил там все. Прости, мой брат, я не хотел. Купила, значит, жена детский телефон, чтобы малую отвлекать от настоящих телефонов. Волшебная кнопка «Покойся с миром». Трудности перевода с китайского. Водка. Добрый день. Я представитель отдела защиты прав потребителей Министерства торговли Республики Беларусь. Мы собрали пресс-конференцию, чтобы ответить на вопросы о нашумевшей детской игрушке, которую мы, между прочим, считаем отличной. А сейчас я готов ответить на любые ваши вопросы. Прошу вас. Журнал для молодых семей «Мама, папа и я» как причина для льготного кредита. Скажите, а почему же все-таки на букву «В» ваш телефон говорит «водка»? Как вообще появилась такая ассоциация? Знаете, если говорить по правде, изначально вместо водки на букву «В» была вода.
Но после распоряжения нашего президента, что все производимые товары должны быть ориентированы на российский рынок, было решено воду заменить на водку для близости, так сказать, к потребителю. Все-таки канализация там есть не в каждом районе, а вот водка в каждом. Мамский журнал. Бей своих, чтоб чужие боялись. А какие еще интересные функции у телефона, которые не попали на видео? Знаете, в некоторых телефонах есть функция «родительский контроль». Так вот, в нашем телефоне есть функция «МВД-контроль». А как она включается? А ее не надо включать, она по умолчанию стоит, понимаете? К каждому телефону прикреплен сотрудник МВД, который постоянно прослушивает даже детский телефончик. И дети всегда на прослушке, да и сотрудники МВД хоть чем-то заняты, а то их у нас столько, что девать некуда, ну сами знаете. Да, слушаю вас. А детский еженедельник, который учит грамотному употреблению алкоголя. Пионер всегда готов. Скажите, какие еще игрушки помимо телефонов вы планируете выпускать? Ну, сейчас у нас в разработке умный футбольный мяч. Когда ребенок его бьет, он говорит: бросай футбол, иди учиться, в белорусском футболе все равно денег не заработаешь. А также мы готовим кубик Головченко. А по какому принципу он работает? Принцип почти как у кубика Рубика, только собирать надо не цвета, а слова в грамотное предложение. И главная фишка, что в нем используются цитаты Головченко. Правда, из-за этого игрушка нелогичная, и собирать слова в цитаты очень сложно. Я бы сказал, практически невозможно. Спасибо всем огромное. До встречи на следующей пресс-конференции. Берегите себя. Рояли марафона единства Передали. передали в колледже Минска и Могилева. Все, целых два. На их играл сын президента. Сам сын президента. Ну, Рояль. 2 рояля, 2 святыни. Поедут. Две твердыни. Будут черги стоять, прикладываться люди будут и выздоравливать. Да. Выздоравливать будут. Животворящие. Ложиться под рояли, на рояли. Будут легенды. Согласно купленным билетам. Да, что треба потереть будет. Не все ж. Есть же с легендой всякие. Типа, да, педаль потереть. Там сесть на педаль легче. Если ты залезешь в рояль, и тебе не заметит охрана, переночуешь. Все, ты женишься в этом году. Ты Будет помолодеешь такая на 25 лет. Помолодеешь, и да. А тебе 25. А тебе 25. То есть ты заново можешь получить материнский капитал. Понимаєш? А потім розберуть як этих святых людей возять. Там Мизинец, где-то Иоанна, где-то Петра, там Локон. Так, а ты про... Тоже понотки. Голова Иоанна Святителя. Святителя. Есть такие жарт, что у Свете есть 5 голов Ивана Святителя. Крестителя. Есть 5 голов, але 3 з них сапраўдныя. Только 3, да. Так что 3 разы. Миша, Торонто зноў залила. Чоу? Ёханы бабай. Торонто. Американская чи канадская? Какое канадское? В Минск-Мире стоит. В Минск-Мире Торонто другий раз залило. Ты знаешь, какой самый великий водопад у свете? Ниагарский, Где? думаешь? Не, в Минск-Мире. В Херачит Минск-Мире? с окон с 30-х этажей вода. Да? Так будет там хутка это. Хутка смачно там будет. Там... Будет хутка тропики там будут. Тропики, комары начнут летать. Комары, вот такие, москиты. Да, еще водой залье. Азиаты. Джунгля пойдет. Джунгля пойдет, Джунгля, крокодилы. Цены вырастут, ну. Да, класс. Будем ездить туда на экскурсию. Куда ты будешь ездить, Дима? Оно отделится, оно станет независимой. Торонто, белорусская. Торонто, белорусская, джунглевская, да. Часом гляджу гэты телеграм-каналы забароненыя. Так не глядзі. Яны ўсе ругаюць Беларусь, што ўсё дрэнна, що дрэнныя А што, навіны. не дрэнна? Напрыклад, вось, у бабруйскіх Асіповічах завышалі кошту на гародніну і прадавалі
пирожные вот эти, ну, картошка я не ведаю, то есть, как лебеди. Ты просто с гнилой картошки пирожные сделали, и все. Не, написали просто, что Подсахарили. пирожное, да. Посыпали сахарной пудрой. А ну, конечно. Вареньем залили гнилую картошку. Вот тебе и Это пирожное. пирожный. Картошка, Ну, что тебе не подобається? Вот тебе и 2 раза. Короче, що 2 місяці там... 2 місяці як термін уже. А что, выкидывать еду? Выкидывать еду грех. Викидувати дугра. Нельзя выкидывать еду. Делайте, что хотите, но продавайте, во-первых. Во-вторых, наше громадство не доросло еще до того, чтобы уживать продукты, які уже там трохи больше там поляжали, тому що у Франції є сири, наприклад, які там м'ясо вялиться. А як ти сухофрукт зробиш з фрукта, і він же повинен полежать, заферментуватися, так, скукситься, і тоді береш, продаєш. Белорусские пирожные, они ферментуются. Так. И они как бы сухофруктами становятся. Да, И мы из чего можем делать из сухофрукты? орехов орехи. Из орехов. Очень, ну такие высосанные Из пальца. часом. Да. Хорош. Але яны ёсць? І ви хочаце сказаць, што гэта не можа быць з нацэнкай, калі людзі стараюцца, Да. каб яно ляжала там, каб Яно яно мусіць даражэй каштаваць, потому что люди над ім стаялі уже 2 месяца, лампачкі продавали. этыя туды. Электричность тратилась на эти клементины, на эту городнину, на этот лук вонючий, який уже мягкий. Ён же ж это. А як в этих тропических странах ёсць фрукты, дзе забараняюць уваходзіць, яны вонючыя такія, што там все это на ваніты цяне ўсіх. Ёсць такія фрукты. Ну, і у нас павінна быць. Так у нас же ж грамадства у Беларусі, в принципе, і да людзей так ставіцца. Калі чалавек нейкі стары, перасядзеў, пераляжаў на руководящей должности уже 30 лет, уже немножко стал тем самым ферментироваться. Да. И что, выкидывать его? Ну, вы ж маеце павагу до людей. Чалавечнымі трэба быць. А то, што там трошки стоіць там болей, ну Нос што? закрыл, глаз закрыл, ешь? Вы ж грошы атрымліваеце. Вы на 15 работах работаете. У вас по 2 машины у Мінску у всех, я знаю. И по 3 квартиры. Я только что уехал оттуда. И дача, и деревня ёсць. У вас усё ёсць, а вам всё мало. Вот наше государство все робит для того, чтобы людей раскрепостить от этих денег. И субботники по утрам, чтобы эти были, понимаешь, бесплатные. Да, и чтобы там, ну, как-то вот, чтобы... Штрафы, налоги, жировки. Жировки, штрафы, ну. А это все мало. Когда вы наедитесь? У нас в Беларуси что, проблемы с картофелем случились? Вы серьезно? Посмотрите, какой у нас продается картофель. Зеленый, червивый. Мае приезжали вон гэтыя малые з городу, да казали, приехали ж за бульбой, дала 2 мяхи. Так яны казали, ранее же вы бенды гэткія были, не ехали, казали мы, чем за твоей бульбой ездить, так мы бензину больше спалим. И мои казали, мы купим. И мои казали, купим. А теперь хулеры казали, купили в магазине и раз, и 2 выкинули, вон, якое гауно бульба в магазинах, во. Казали, очистишь, получше воды на чорнеет. Во, якое паскудство, чорное робится. Як это такое может быть? Може, перекинули якусь селітру чи чого. Ну, і я вот думаю. А жуков гэтых травить, що травить, да травить. Я думаю, не, жуки хай собі, не ми ж травим жуков. Я не повно селітру до хулери дають. Надо ж, щоб виросла. А мы ж на гауне на своем годуем. Так и бульбочка здоровая, здоровей. Навозу положишь еще. Так у нас же ж Ванька, гляди, Ванька ферма вунка и у Олешиня, у Кезиках стоит уже разваленная. Ага, у нас там до хулеры. Только что бутылки привезли. Яны не возять вон у поля, а вон те коровки по колено стоять у гауне. Как вывезли. Ну, так и я кажу. Чому ж уже говна нема? Растращили б, таки бульба была. Показывали ж по телевизору, як батька он ругался, что коровы обосранные. Так вы ж говно возьмите на поле, вывезите, и бульба вырастет, и здоровая, и добрая. Нема хозяина. Это ж як свой хозяин доглядеть, так и будет добро еще. Ну. Так батька ж не может, Галя, у кожаное хозяйство увести. Только выборочно. Он выбрал обосранные коровы,
А цяпер вон бульба нема, ну. Виборочна, так Юніночка, як їдете, не зарані знають, і не кору шампунем помиють, і траву краской, казали, зеленой красили недя. Не, помнишь, як до нас на ферму приїжджали, он на Поставщині, так вони на ферму замість доярок этих конторских поставили, конторских. А я холера, ребята, хай попрацюють. Так вони не працювали, тільки постояли, морди посвятили. Ай, Мусить, нема у їх говна, Галя. Нема говна і нема буль, і бульби нема. І бульби нема людської. Може, батько як їздив до Путіна, може, бульбу йому возив, як ти думаєш? Чи говно. Ну, може, Казав же, треба походити. і понюхати. І понюхати. Ага, так він, може, і завез тоді Може, туди. завез у твоє правительство. Ну, а йому орешник дали. Розбедрели. А йому замість говна, він говно, йому орешник, вот. Ну, так вон народ і получил. Ну, і він ж роздається, усім роздається. Гени Толстой Зимбабву, чи помниш, бульбу давав семенную, заводную. Чи помниш, два мяхи, гени такой, де приїжджала до його з Зимбабве, з гэтага. Роздаєть країну по кусках, еще раз продаєть, еще раз даєть, самі нема. І на возу до говно. Говно і то я отдав. Скоро еще продашь, еще Украину скоро продашь. Ганаровы сябра организации лысых мужчинов написал оду Лукашенку. Ну, мы прочитаем зараз эту оду. Я просто хотел тебе спросить, ты ведал про такую эту организацию? Може, потаемная некая белорусская? Типа масончики какие-то там? Не, гэта вельмі таемная і ўплывовая организация. Там для яе гімн Саладуха, напэўна, написал. Саладуха 33 градуса, этот, главный масон, да. Который всех принимает. Да. Там охранником Черчилль працуе. Черчилль. Там вельмі. А Лукашенко не бярусь. Не бярусь, тому што он яшчэ... Да. Тому што ён яшчэ не кананічны. Ну, про яго уже пишут. Что ж там за вершик такі? А ты помнишь, а як у масоны бяруць? Мечом посвящают. А в этот, ну как? Шелковый платок на лысину, чтоб проскользнул. Тогда берем. Да? Да. При определенном наклоне. Нет священней и ярче огня нашей веры, что в сердце живет. Нету ближе страны для меня, синеокой, где сердце мое. Я бы хотел сказать, там было живет, а здесь мое. Есть такое шампанское, ладно. Я не пью, Дима, ты знаешь. Есть хозяин на этой земле, сильный лидер на зависть врагам. Он сказал, будет хлеб на столе. Он сказал, я страну не отдам. И идет белорусский народ твердым шагом за батькой своим. И уверенно смотрит вперед, зная точно, добро победит. Хозяин хозяин в этой земле, вот есть хозяин в этой земле. Сильный лидер был. Вот, в принципе, очень подходит на развитальные слова. Не свершение ярче огня, тоже со Мишка, свечками стоять. Ну дождемся ж мы когда-нибудь с тобой. Ну, может, дождемся. А як не? Ну что, яны все будут криониться, что ли, все, замораживаться? Ну, яны ж куда-то денутся из этой земли. Ну, их души впечатления, если понимаешь. А ты представляешь, какой у нас, если Хайтак доживет, какой Хайтак веселый будет? Пьяными будем лежать под столами. Камеру включим, не спать. Да. Просто. Не важно, что там далее будет, але ж все равно. Бенди. Свято. Отведа, что у Беларусі заборонено, до речі, у Беларусі заборонено развеивать прах померлых и заховывать его дома. Почему? Не знаю, треба только строго определенных для этого местах за деньги. Там 400 рублей коштует вот эту, куда урну с прахом вставить, а дома нельзя. Покажите, что у вас там. Что у вас там? Это кто? Дедушка? И как в фильме «Большой Лебовский». Нет, он там проверяют. Что ты мне подсунул? Кошмар. Даследчыкі вызначылі пэўны момант, калі клеткі нашага мозгу пачынаюць дэградаваць, а мысленне чалавека пагаршацца. Да, ребята? І мы зараз гэта бачым у прамым эфіры. Гэты ўзрост па выніках сканавання мозгу і тэстаў, праведзеных сярод каля амаль 20 тысяч чалавек, у сярэднім складае
к 44 годам. Поздравляю, коллега. Віншую по фэншую. Ну, у нас починається все в 10 зараз. У тебе праз месяц, а у меня праз паўгады. Вось. Менавіта ў гэтым узросце дэгенерацыя становіцца заўважнай. Але ж дасягае найбольшай хуткасці ва ўзросце 67 гадоў. Ну вот і так, дарэчы, пра дыктатараў па ўсім свеце. Там на пике, да. 67 годов. Принять закон. Всех растереть в пыль порошок и развеять прах. Ладно, да. Ну, а к 90-м годам хуткасць старэння мозгу зніжаецца. То бок, калі перабалеў, перасядзеў і до 90 дацягнуў, як афрыканскія гэтыя вот узурпаторы, да, уже тогда нормально. Уже нормально. Нормально, да. С 90 нормально, опять пошло. 5 процесс пошел. Вот. Слухай, ну у выніку Беларусі нешта не ідзе. Пакуль ідзе на пік деградацыя. Паглядзім, якіх высотаў яна дасягне. Дима, а я хочу рэзка вывернуць стрэлу нашай праграмы ў іншы кірунак. Давай. Скандалы, триггер расследования. Круто. По данным следствия, обвиняемый некий обвинял... Ну реально мне что с мозгом. По данным следствия... Обвонял. Обвалял. По данным следствия, обвиняемый собирал металлолом и сдал его в пункт приема вторсырья. Да. На вырученные деньги он купил 2 бутылки вина, после чего отправился распивать алкоголь возле мусорных контейнеров во дворе на улице Янковского. Во время распития спиртного бездомному почудилось, что в припаркованном неподалеку автомобиле Джили Атлас сидит черт. Он так и сказал. Решив его изгнать, мужчина схватил пустую стеклянную бутылку и дважды ударил ею по передней правой двери автомобиля. Ну, у нас сотрудники, як их называют, они все на атласах ездят в Беларуси. Так что черт был соправдно. Из человеков кто-то сидел, да? Черт лысый. Амаль. Прывітанне, Уладзь. Сёння у нас у гасцях Уладзь Бохан. Гэта акцыяніст, мастак, які ў межах праекта «Трумф молі» на канале Байлол даследуе, такі праводзіць эксперымент па даследаванню прыкметаў фашызму, які ёсць... Якіх, дарэчы, 14. Які ёсць у Расіі, так. І усе ведаеце гэтую сітуацыю з шапачкамі, з фальгі, які па закліку Уладзя надзявалі гэтыя расійскія настаўніцы. А зараз у Уладзі Бохана выйшаў новы проект. Новый выпуск акции «Русский пир». В этот раз мы исследовали такой признак, как мачизм. Вот, отправили готовить там борщи в рамках подготовки к курсу семьеведения, чтобы подчеркнуть гендерные роли, где женщина на кухне и готовит еду для гендерной роли мужчины, для памятника. Вот. Слушайте, а давайте поглядим урывки с гэтага выпуску, які цалкам можно поглядеть на канале Байлол. От имени чиновников я заставляю педагогов выполнять нелепые задания, возводя государственную пропаганду в абсурд. В ходе этого проекта мы организуем акции по концепту, соответствующих 14 признаков фашизма, определенным итальянским ученым Умберто Эко, чтобы определить степень фашизации общества. Пусть наша шапочка станет символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов. Уладзь, послухай, наколькі я ведаю, табе зараз стала гэта складаней рабіць, таму што там прынялі нейкія захады ў Расіі супраць конкретно вось таких вось акционных деяний. Даже на законодательном уровне приняли в Беларуси, в России. У нас была ситуация, где управление образования сказало, что отбой, это выполнять не надо. Я узнал, что там, как обстоит, и написал, что надо, потому что к этой акции управление образования отношения не имеет, это партия сказала. Поэтому смотрите следующую серию, там все расскажем. Ну, супер. Але мы все ж таки хочам праверыць сябе. Ты вось такі як бы знаўца гэтых абсурдных сітуацый, ты сам іх ствараеш, прынамсі ў Расіі, а мы зараз табе будзем чытаць навіны.
з Росією. І з їх буде одна новина фейкова. Ти здогадаєшся, яка новина фейкова. Ти готовий? У нас шмат є, шмат абсурду. Я на тебе поставив. Всегда готовы. Партия сказала, Ну, надо. Да. Там... Я ще хочу звернути увагу, що ми всі в коришливом сьогодні. Исследуем признаки. Три признака сидят тут. Не сговорюючися. Русский пир. Так, новины. Першая новина. Автодилеры в России начали выдавать покупателям китайских автомобилей мешок сахара. Жительница Омска решила узнать, на что уходят ее налоги. В итоге ее зачислили в перечень экстремистов. Песню Егора Летова «Все идет по плану» отправили на Луну. Москвичка 3 года судилась из-за маленькой премии на 8 марта и добилась ее увеличения в 11 раз. Вот это очень подозрительно выглядит. Он как-то судится. Это с государством? Напевно. Ну, конечно. Да. Но такого не может быть. И это неправильный отказ. Неправильный. Правильный отказ. Жительница Омска решила узнать, на что уходят ее налоги. В итоге ее зачислили в перечень экстремистов. Нет, Это по-моему, фейковая вполне новина. реалистично. Про Это фейк. Егора Летера все фейки. правда. Давай, Дима, с твоего боку зайди. Женщина насмерть подавилась блинами на конкурсе по поеданию блинов в Красноярском крае. Это правда, я читал. это. Да. Но все-таки женщина подавилась насмерть, как бы, да? Да, ну блинами же, Дима, ну блинами, это ж хорошее. У нас студия невоспитанная немножко, смеются со всего, понимаешь? Ладно, неважно. Я предлагаю, Миша, так еще читать, чтобы гость как бы понимал, как бы, знаешь, как Какая это правильная. Да. GPS-трекеры на омских бомжах помогли найти незаконную свалку. Можно огласить себе список, Более пожалуйста. 20 чиновников собрались в Беларуси, чтобы открыть скамейку. Нет, это правдоподобно. Я видел, они открывали как-то эту, будку эту электрическую. Значит, смотри, что три новины мы уже как бы, да? Но там с GPS-трекером интересно. Да, я хорошо. хотел бы еще потом послушать. Наступное. В Воронеже пенсионерка пришла за пенсией на почту, но случайно оформила кредит. Хо-хо-хо-хо-хо. Ага. Волгоградский глава за день выложил 3 поста с похвалой самому себе. Ну почему нет? Вот. Пассажир самолета из Москвы в Астрахань снял трусы. Чего вы не смеетесь? А, потому что умер. не подавился, что ли, да? Да. И не смог объяснить, зачем. Можно еще раз? Пассажир самолета из Москвы в Астрахань снял трусы и не смог объяснить, зачем. Ну, видимо, в полиции не смог объяснить, зачем. Я все же ставлю на GPS-трекер, потому что он бы привел не к свалке, а к военкомату. Где вы зараз сам читаешь про параллельно? Не, ну написано, что в Воронеже пенсионерка пришла за пенсией на почту и случайно оформила кредит. Типа это вот. Это фейковое. А бомжи настоящие. Бомжи настоящие. Наступный заход. В России выпустят мармеладзе. Мармеладных мишек, похожих на Валерия Меладзе. С какой целью? Чтобы С целью поедания. Чтобы осквернить Меладзе, потому что он был против войны когда-то. Чтобы его ели дети. Наступная новина. В Кемерово пенсионерка 2 года писала жалобы на плохую работу почты, но письма так и не дошли. Ну, что такое? В Новокузнецке привязали дерзкого коня и жирафа-матерщинника, орудовавших в районе цирка. В Беларуси назвали ребенка Трампом. Это слышал. В России заключенным разрешили содержать в колониях птиц и рыбок. Ну, почему нет? В Питере откроют музей бомжей. Почему-то верю. Зенит же бомжи. А значит, что у нас не пройде? Твою проверку. Какая новина? Мармеладзе, пенсионерка на почте, дерзкий конь, жираф-матерщинник. Нет, то, что они хотят с детства детей научить жрать Меладзе, грузин, там, и всех, кто... Ну, я это верю, а вот... Кемерово? Фейк? Да. Правильно, фейк, ба! Все. Первая новина. Все, пока что 10% пока в что. этой программе не выиграете ничего. Деноминированных? Настоящих. Дима, давай. Даю. Все.
Следственный комитет России начал... С маленькой буквы России, правильно. Следственный комитет России начал расследование убийства Михаила Лермонтова. Было такое. Класс. Убираем. Фекальные реки топят цокольные этажи в 3 домах Краснодара уже месяц. Ну, у меня в Минске тоже такое было. Конечно. Россияне начали экономить на похоронах из-за дорогих гробов. Да. Влюбленные забили друг друга до смерти одним молотком под Орлом. Нет, стоп, вот не верю, потому что как они друг друга... Если бы у них 2 молотка, то можно было там... В Петербурге хотят контролировать мигрантов через камеры и запретить им работать курьерами. Верю. А там еще что есть? Да, и теперь будет последний, и вот он как бы последний. Ага. Да. В Чите мужчина оплатил коммуналку за год вперед, власти начали проверку его доходов. Ага, вот это фейк. Вот это фейк, правильно, молодец. Як ти загадався, а? Интуитивно шапочками вот уловил, невидимыми сигналы из космоса. Апошні заход, ніяких подказок не буде від нас. 5000 и у вашей кошки будет незабываемый вечер. В Самаре появился кот-проститут. Читал. Стихи Анатолия Сергеевича Пушкина вспомнили новосибирцы. Анатолий Сергеевич это кто? Лермонтов. Новосибирцы ведают. Секретный ингредиент лучшей колбасы «Люди», директор мясокомбината белорусской колбасы. Да, читал. Это Гродно, по-моему, даже. В Волгограде школьников отправили на дистанционное обучение, потому что учителя не смогли доехать. На 23 февраля в школах вместо звонков будут играть песни Любе и Газманова. Ну, что нет, нормально. Водителя, перевозившего совокуплявшихся енотов, оштрафовали в Сочи. А за что? Да? Неведомо чому. Ну що, яка тобі подається Ну, фейк? типа Анатолий этот... Не подсказывает? Ладно. Я не успел посмотреть. Не, ну вообще Анатолий Сергеевич уж не бывает. Вот. Подожди, последний шанс. Нет, А может, наши местно. новины показывают, что Ладно. бывает Анатолий Сергеевич. Следующая за Анатолием Сергеевичем Хамта была. Секретный ингредиент лучшей колбасы. Нет, это все правда. В Волгограде школьников отправили на дистанционное обучение. Не, ну Волгоград, он же как бы такой урбанизированный, поэтому я думаю, Ну? там это фейк. Да. Правильно! Потому что Владь Бохан – это эксперт. Глядите его выпуски на канале Байлоу. Дякую, Владь. Давай. Дякую. Так, ладно, где денег? Ты на это, я на это, да. Давайте. Все. Ты хочешь на вино якое? Я просто хотел сказать, кто гэтымі тыднямі будзе ў Бішкеку. Вось, сходите, калі ласка, у Державный национальный русский театр драмы имя Чингиза Айтматова. Там будет спектакль «Кромкач», ну, по-русски «Ворон». Зачитаю краткую характеристику. Каб выратаваць брата ад праклёну, Джинара крадзе прынцэсу Армілу. Выкрадание не застаецца беспакараным. Мах Наранда, бацька Армілы, паведамляе Джинара, што ўночы, калі яго брат кароль Мілон возляжа з выкрадзенай прынцэсай, на яго нападзе пачвара. Але вось няўдача. Калі Джинара раскажа пра гэта брату, ён ператворыцца ў мармур. Мне вельмі спадабалася. Хорошо. Дима. Это если у Бишкеку будете, в Киргизии. Заходите. А я тебе скажу так. Будж Уилмор и Суни Уильямс недавно паспяхова на капсуле SpaceX приземлились у Мексиканский залив. На капсулах. Яны вярнуліся з космосу. Я сачыў за іх. Яны мусілі быць у космосе літаральна тыдзень, а прабылі 10 месяцаў. Але ўрэшце яны вярнуліся. І гэтая сітуацыя мне вельмі нагадвае нашу сітуацыю. Як вось мы ўсе касманаўты вылецелі кудись з Беларусі, думалі, ось на тыдзень, на 2, на 3, ужо колькі мы часу круцімся на гэтай арбіце, але прыйдзе час мы прызямлімся ў нашым Мексіканскім заліве Мінскага мора. Рана ці позна. Але ёсць нюанс.
Коли космонавты так надолго затрымліваюцца ў космосе, у іх атрафіруюцца і рукі, і ногі. Да. А у нас все при себе. У нас все работает. В эфире программа «Хай-так». До побачення. До побачення.